Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришел учитель технологии школы-интернат номер 34 Иван Винокуров. Иван, приветствую. Здравствуйте. Да, спасибо, что ты принял наше приглашение принять участие в нашей передаче. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, как мы его называем, кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришел, что будешь готовить? Ну, сегодня будем готовить горячий сэндвич, крок-месье и крок-мадам. Крок-месье, крок-мадам. Крок-месье, Что-то французское? Что-то французское, да? Ага. И вот крок, если мне в память не изменяет, в школьной программе, Ага. кроке – это хрустеть, да? Хруст. Ага. Кроке. Ага. Месье – это мужчина, да? Месье, И мадам – это, мадам соответственно, женщина. Ну, то есть, как бы два вида, Два вида. гендерные различия. Да. Да, это, я так понял, это такие сэндвичи, да? Это сэндвичи, горячие и закрытые. Ага. Ага. Для этого нам понадобится сыр, Так, ветчина, ага. так, Ну, вот горчица здесь, дижонская, да, сметана, сливки Тостовые и тостовый хлеб. хлебцы. И вот обычно я делаю этот бешамель. Ну, сегодня будем... Соус. Да, бешамель соус. Ага. Сегодня будем готовить без бешамеля. На основе сливок и сметаны будем соус сделаем. Сразу возникает вопрос, раз уж такое, ну, скажем так, ну, чуть-чуть с претензией на диковинность, Ага. все-таки французская, почему выбор именно пал на это? И вообще, я так понял, ты любитель поготовить, экспериментировать и все прочее. Как? Да, и вот у меня, вот, знаете, у меня маленькие дети, да, и вот каждый раз, каждое утро им надоедает обычно. Что-то еда, да. удивляет. Ну, что-то удивить, да. Ага. Вот когда я это готовлю, вот детям они с удовольствием кушают по утрам. Ну, просто из-за интереса, да, Из-за потому что, ну, как интереса. бы каждый день каша, конечно, да. Да. Ну. И как наша передача, да, просто вкусно будет. Просто вкусно Просто будет. и вкусно. Да, но это самое главное. Круто. Ага. Ну, давай начинать и сразу, да, пока ты начинаешь, вот рассказывай, что ты будешь делать. Да, сейчас сначала берем Хлебцы. тостовый хлеб, Мгм. да, и вот разлаживаем, да. С корочкой, да, попался? С корочкой попался, вот. И пока вот так надо Аккуратно положить? Аккуратно пожарить надо. И пожарить их, да. Это максималка, но я думаю, что сильный огонь не нужно. Ага, пока у нас нагревается, да, мы сейчас сделаем. А она быстро очень нагреется. Быстро нагревается. Очень быстро нагреется, потому что это индукционка. Ага. Да. И нам придется чутка По одному, да? по одному Ну, поджарить. то есть, с каждой стороны, С каждой стороны. без масла, без ничего, Без масла, без ничего. чтобы такую корочку. Так, Тогда, корочку, тогда да. максимально можно сделать. Ага. Видишь, уже вот шкварчать идет. Смотрим, еще чуть-чуть. Мгм. Каждую сторону надо, вот, с двух сторон Ну, я даже еще больше сделал. поджарить. Ну, если что, вот тебе ложечка, Ага. Спасибо. переворачивайтесь и прочее. Достаточно. Обычно я это на тостере делаю. На тостере. На тостере там Ага. быстрее получается, да? Да. Вот пока у нас хлеб готовится, мы приступаем к нашему соусу. Это У нас сливки, я смотрю, это у тебя, сливки, да? да? Так. И сливки должны быть со сметаной 1 к 1. М. Так, сейчас. Да, я буду за этим следить, Ага. если что. Ну вот, видишь, уже. Так, сливки. Это будет у нас микс сливки со сметаной. А так она должна быть не очень густая и не очень Вот пойдет так? жидкая. Пойдет она. Спасибо. Поменьше огонь-то сделаем мы. Ок. Ничего. Так, мне бы, дай, пожалуйста, тарелку, я, то, что будет готово, Ага. уже буду сюда складывать, да. Хорошо. И потом я объясню, да, О. где находится, какая из них крок-месье, а крок-мадам. Да. В чем отличие? В чем отличие крок-месье? Гендерное и в названии, да? Да. Вот. И вот в соус, это будет основа наша, да? И я тут добавляю мускатный орех. Угу. Тут прям щепотку, чтобы она запашок. И вкус такой придала ароматный. Так, там сливки, сметана и Сливки мускатный орех. И мускатный орех. Ага, будет. Есть готовые, да, в таких магазинах уже тертые продаются. Ага.
И есть такой цельный. И можно цельным и Натереть. натереть. Мгм. Ну, для этого, наверное, половина мускатного ореха хватит. Наверное. Так, ну у нас сковородка вообще очень нагрелась. Ага. Процесс пошел очень быстро. Вот такой вот консистенции должно быть. Так, и добавляем чуточку молотого. И мускатный орех молотый. Молотого уже. Да, молотый мускатный орех добавляем. Вот. Все, я, кажется, справился. Ага. О, Хорошо. всё. Так, вот. Убираем. Это у нас чуть-чуть будет дымится, база. но ничего страшного. Так, это тут здесь стоит, ладно. Иван, расскажи, пожалуйста, вот первый вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Ага. Ну, немножко визиточки нашим телезрителям. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой? Это такая шуточная рубрика. Да, это шуточный, точнее, вопрос. Да, откуда ты родом, да, и вот. Так, я родом из Амиконского Улуса, Ага. родился там. Так, родители у меня учителя. Как часто говорят, самое холодное место на Земле, где живут люди. Да, это самое холодное место. Я бывал много раз, охотился, классное место вообще. Да, я тоже вот Красивейшие горы. в отпуск, когда уезжаю, тоже на рыбалку, там сенокос, да. Вот. Ты из самого же Эмикона же, да? Я Амикон, с самого Эмикон. Амикона, да, Ага. Амикон Амиконский. И школу там закончил. И школу там закончил в 2005 году, и в 2005 я поступил в Северо-Восточный федеральный университет, педагогический институт. Да. Выбор сразу профессии, почему именно пал на... Другого выбора, у меня родители педагоги, А, поэтому выбора другого не было. Сейчас у меня я учитель, да, Ага. младший. Ну, то есть это как младший бы брат. семейная Да, династия семейная идет. династия. Младший Ага. брат еще учитель. Он Ага. сейчас в Хандре тоже работает учителем технологий. м, И сестра нынче закончила Вилюйский педколледж, и сейчас на высшее поступила, учится на высшее педагогическое. все это как бы вопрос такой. Родители строгие, либо они так воспитали, что, ну, само собой разумеющееся было то, что, ну, кто я, если я не педагог? А, Или как? У родителей так воспитали. Ну, конечно, влияние есть, потому что родитель, да, ну, я сам как родитель, например, да, могу сказать, что я бы тоже хотел бы, что мои дети были бы кем-то, ну, как бы продолжателем то, что моего труда, то, что я Ага. не смог бы добиться, там, что-то такое, да, но сейчас дети же, скажем так, разные, да. Да, сейчас дети очень разные. Да, дети очень разные. Но вот в твоем случае вы, как родители, решили искать педагога. Да, Все. все. Да, ага. Как все. Ну хорошо, да, возвращайся. Тогда Ага. поступил Пединститут? СВФУ. СВФУ, да. Но когда Я в когда ЕГУ был- поступал, еще я был когда учился, ЕГУ. был ЕГУ, потом, когда ты поступал, скорее всего, стало СВФУ. Когда я поступал в 2005 был ЕГУ, Ага. А, уже потом когда уже заканчивал СВФУ. пединститут. Ага. Да. И вот там 5 лет проучился, Мгм. база хорошая. Да, очень. Вот. И потом, после окончания учебы, высшего учебного заведения, да, поехал на родину. Мгм. Там То есть по распределению или как? нет, не по распределению, так. Ага. Чисто по зову сердца, да. А, ну, там, родина, где родина, родился, да. там и пригодился, да. Ну. Да, как 9 месяцев проработал, и вот весной уже 9 месяцев, заново родился и нет, вернулся. в армию призвали, Ага, и после армии тут остался в Якутске. ага. Вот так, вкратце. Давайте начнем, да? Так, берем наш тостовый хлеб. Так, одинаковые стороны должны. Так, так. Должно быть. А, ну ты Ага. специально, вот я смотрю, так по размерам смотришь, да? Ага, чтобы А, одинаково ну, было. Вот. чтобы совпадало. Так. Подала. Так, берем наш соус, да, сначала. И мажем наш. Подожди, горчицу сначала. Горчицу. Горчица должна быть дижонская. Тоже французская. Тоже французская, дижонская Вау. горчица должна быть. Так она передаст такую особую пикантность, да? Вкус. Можно ложку, пожалуйста? Ложку. Ложку, ага. И мажем, да? Размазываем. Так. Размазываем по всему хлебу. Так, этого достаточно. Очень аккуратно у тебя получается. Я так понял, ты вообще любитель поготовить сам тоже, да? Да, я очень люблю готовить, но когда время есть, в выходные, да, так, дома с детьми, с женой. Так, достаточно. Хорошо.
Так, ложку в сторону. И сейчас добавляем наш И уже твой, соус. твой соус приготовлен. Соус приготовленный. А здесь должна быть бешамель должна быть. Мгм. Такая она сейчас, это сливки и сметана, она будет более легкая. Мгм. Да, и чуть мажем. Так. И тут мажем. Ну, вот. Аккуратно, чтобы за края не выходило. Так. Ага. Так, это у нас база, да. Берем ветчину, 2 штуки на каждую, да, и аккуратненько слаживаем. Так, А, вот так. и вот. И можно даже 3 складывать. Сытнее будет. Сытнее будет, да. Так, раз, 2. Второй и третий. Супер. Теперь так, сейчас потом сюда ложим наш сыр, да, Ага. уже готовый. Это тоже обычный сыр, который Обычный для, сыр, да, плавленый. для сэндвичей, да? Для сэндвичей. Можно любой другой, да? Ну да. Можно взять сыр, который, ну, тонко нарезать, обычный Тут, сыр. да, слайсы сделал. Так, еще одну сыр добавим. По 2 сыра, чтобы было. Слушай, ну, возвращаясь к твоей карьере, ты сказал, что ты с армии вернулся. Ага. Сложно было найти работу? И куда ты распределил? Ну, как ты поступил на работу? Ну, то есть, Так, я сходил, знаете, управление образования, ага. там спрашивал вакансии. Ну, то есть после армии у тебя тоже вопросов не возникало о том, что, ну, ты учитель и учитель, Ага. так? Ну, зря, что ли, учился 5 лет, да, потом куда Мгм. и не пропадать. Не, ну, жизнь может по-разному сложиться, да, ну, я, например, всегда думаю о том, что, ну, я вроде как по первому образованию физик, инженер-физик, Ага. очень долго занимался рекламой, сейчас телеведущий. Да, куда завернет поворот жизни, никогда не знаешь, да. А в твоем случае, ну, вот, уже такая ответственность была, Ага. получается. Ну, этого... как Управление образованием сказать, пришел. управление образования пришел, Ага. вакансии спросил. Ага. Ну, сказали, вон в 34-й школе есть вакансия учителя технологий. Я пошел туда и все. До сих пор работаю. Приняли и все. Приняли и все. Ага, а вот почему именно технологии? Специально на него учат, либо как? Да, специально учат. У меня, Ага. когда в школе учился, этот урок труда. Ну Мне да, очень у нас нравился, всегда да? был труд. Труд. Всё, труд. Труд. Да. Сейчас по У девочек технологиям. домоводство, Ага, у девочек и у мальчиков труд. у мальчиков труд. Специально у нас даже в деревне отдельная мастерская была, столярка, Да-да. слесарка, Да. табуретки, напильники, доски. Доски, рубанок, Рубанок, все ножовки, дела. ножовки, да. Ага. Вот. Я вот у учителя хорошо занимался, своего учителя, да, и на кружок ходил. И вот мне понравилось вот своими руками что-то делать, да. Ну, И вот загорелся желанием, взял пример со своего учителя, который вот труда. в школе, который. который в школе меня учил, да. Ага. И вот целенаправленно технологии. Про учителей труда ходят анекдоты очень много. Очень, это стереотипы. Ну, стереотип, да, Стереотип. стереотипно, да, говорят, ну, трудовик, значит, своей там этой, все прочее. Ну, как? Это больше стереотип, да? Это больше стереотип. Ну. Мгм. Но, тем не менее, это есть. Нет, этого нету. Этого нету, хорошо. Нет, это Ага. Чем тебя прельщает то, что ты, ну, вот в твоей профессии? Ну, Еще раз. почему, что тебя прельщает именно в твоей профессии, ну, то есть в выборе направлений? Ну, то есть можно было, так как ты педагог, можно было же и другое же, как бы, направление, может быть, выбрать. Вот то, что у тебя учитель был такой хороший, да, получается? Ага. Ага. Вот. И вот я у него загорелся желанием, Мгм. и с тех пор вот учителем технологий. Мгм. Ну, это же надо еще и уметь что-то своими руками делать, Да. чтобы мало уметь, мало еще и классно рассказать, показать Да, последовательность, подать информацию, да? подать информацию, да. Да. Ну, то есть одно дело, я вот строгаю и все. Да. Да, как правильно делать. Чтобы... Ну, как нас учитель
Этому тоже все учат. Это всему тоже учат, ага. Ага. И нас учили, как делать. Он говорил, вот давайте сделаем вот так, потом продадим, Продадим. Так. 50% ваше, 50% в школе остается. Ага. А, Вот так мы занимались. ага. Ну, хоть деньги зарабатывали так в школе. Ну. Ага. Вот. Как-то так пока. Да, а что специально учат? Ну, сейчас вот труд, ну, я школу закончил больше 30 лет назад, тогда был труд, да, сейчас меняется программа, чему учат? Ну, то есть, Да, из чего состоит программа, да? Программа меняется, да, и Ага. вот сейчас есть 3D-прототипирование Так, в программе, да. ну, то есть компьютеры ввели Да, уже. в компьютер, лазерный, 3D-принтер, Компьютерное моделирование. компьютерное моделирование, да. И что там еще? Робототехника еще есть, Мгм. Лего роботы делают. Мгм. И вот основные наши по дереву столярное дело. Столярное дело. Ага. Ну, то есть дети специально тоже, там, рубанка, Да, рубанка, ножовка. ножовка, все работает, все сами делают Мгм. и домой забирают как подарок своим родителям, да, Мгм. бабушке, дедушке. Мгм. Ага. А сколько ты уже работаешь в школе? С 2012 года. Вот. 12 лет. 12 лет будет. 12 лет уже 12 будет. лет Будет уже. Будет. Ага. Ну, я знаю, что школа-интернат, она такая специализированная, Да, да? специализированно. У нас дети с ограниченной возможностью здоровья. Так. И как бы, как сказать, в первый год, конечно, было трудно, да, адаптироваться. Мгм. Потом коллеги помогли Мгм. адаптироваться своими советами. Ну, потому что я, опять же, вот на себя проецируя, да, педагог – это, по большому счету, призвание. Это не только такая железная психика, Ага. уравновешенность. Да, да. Потому что я, когда начинаю своих детей домашние задания делать или что-нибудь учить, ну, нервов не хватает вообще. Думаешь, да как ты такой дурак? Ну, чуть ли не так, да? Ага. А тем более, что вот говоришь же, что у вас дети особенные, ну, вы их называете, да, особенные, да, особенные ну, то есть называем. особенные дети, да, потому что с обычным-то ребенком, как говорится, не совладать некоторым. Как? Ну, переподготовку я прошел, учитель-дефектолог, да? Дефектолог, да? Учитель-дефектолог. Ага. ага. А чему там чтоб- учат? А? А чему там учат? Чему учат? Мгм. Ну, как корректирует, коррекцию детей Ну, то есть проводит. как с такими детьми? Да, как- с такими детьми коррекционные занятия проводят. Мгм. И вот. И что там еще? А специально это такой курс или обучение какое-то надо Это проходить? обучение, да, курс Ага. дефектолог. Мгм. А где ты учился этому? Дистанционно. 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 Ага. И вот. И чтобы преподавать вот в коррекционных школах, да, нужно обязательно, желательно иметь вот диплом учителя-дефектолога. Мгм. Что- Не, ну само собой, чтобы да. это знать, да, как с такими детьми работать. А какие самые главные, скажем так, ну, трудности ты испытываешь? Либо трудности, либо ну, сложности. Ну, как такой сложности нету, Мгм. но все есть, работаем, детки тоже работают. Мгм. И вот мое педагогическое кредо, да, человек, педагог без любви к ребенку все равно, что певец без голоса, Мгм. живописец без чувства цвета. Мгм. Самое главное, это должно Самое, идти от, да, от сердца. От сердца, да, от сердца Да. должно идти. Но я тоже более чем уверен, потому что мало кто согласится, скажем так, за какие бы ни было деньги этим заниматься, если это не лежит это реально к этому Да. сердцу. Как говорится, честь и хвала тебе. Спасибо. Ага. Так, дальше продолжим, да? Так, Сейчас ну, да. натираем Можем разговоры, отвлекаться. Так, натираем сыр. Так. Сыр я взял сливочный. А ты можешь, смотри, вот взять железную эту, чтобы ну, удобнее было туда поставить терку какую-то такую. Побольше, поменьше. возьми. Побольше возьмем. Какую удобную. Должно быть сыр либо эмменталь, либо груйер, либо канте. как Даже название сыра да. тоже. И в связи с этими санкциями у нас нету, да?
как говорится, белорусский пармезан. Да, белорусский пармезан можно заменить. И какой-либо другой. Я взял простой сметанковый, полутвердый. И натираем. Это у нас будет сверху Посыпка, да? посыпка. Ага, сейчас я в соус Ну, ты, добавлю. да, как учитель технологии будешь рассказывать потихоньку всю технологию. Ага, что щас. зачем идет. Сыр натираем. Ну, давай чуть-чуть добавим еще. И вот в декабре нам обещают новую школу построить. Уже должны. То есть новое здание. Новое здание, она будет, сказали, единственное в России такой адаптивный образовательный комплекс. Специальный уже, Специальный, специализированный, да? специализированный. Ну, круто. С интернатом, с детским садом будет. А сколько детей у вас в школе? Ой, сейчас, если мне не изменяет память, 297, по-моему. Да. Ну, можешь вкратце рассказать, ну, какие, в чем их особенность, да? Какие дети есть? Так, дети у нас, как его, особенные, да, с ОВЗ. Это у нас СРАС, расстройство аутистического спектра, да? Аутического. Ага. Ну, вот это Аутисты, отставание в развитии, да, правильно? аутисты есть. Ага. Вот. И 8-й вид, как мы говорим, да, это уже умственно отсталые дети. Мгм. И дети ЗПР, это задержка психического развития. А в чем это проявляется? Ну, они медленно усваивают материал, не как обычные дети, да, у них Ну, не психика схватывает на лету. Как. заторможенная. Мгм. Поэтому на лету не схватывает. Или вот. могут запомнить, а потом тут же, Ага, как говорится, тут же забывает. Вот приходишь, допустим, повторять. повторять. Ну. Приходится повторять очень много раз. Ну, как говорится, действительно, недюжинное терпение нужно, чтобы заниматься. Ага. То есть ты сам, получается, ну, я так думаю, что все педагоги такие спокойные люди. Ну, вот я внешне вижу, что ты такой сам по себе. Да, сам спокойный. Да, спокойный человек, да. Я, скорее всего, не выдержал бы никак. Ну, то есть это же от склада характера тоже же сильно зависит. Да, от склада. Это родители так меня спокойно воспитали. Ага. Вот. И вот добавляем наш, И сверху тоже, и да? сверху добавляем наш соус, да, Так. сливочный, с сметаной. И аккуратненько мажем вот так. Тук-тук. Обычно, когда вечером тоже приходим с работы, детей из садика забираем Мгм. и готовим вот это вот, чтобы быстро перекусить. Главное, чтобы все ингредиенты были дома. Мгм. Ну, я так думаю, да, какие-то можно заменить чуть-чуть, да? Да. Можно вот колбасу добавить вместо ветчины, да? Ну, да. Мяско можно тонко нарезать. Ага, тонко Да, нарезанное мясо. Там подрезать. Ну, то есть сырокопченое. сэндвич тайме хороший, потому что можно варьировать. Да, импровизировать можно. Импровизировать, да, Импровизировать можно. Тем более, что ты говоришь, у тебя маленькие дети, да, которые... Да. В садик ходят? Все дети же, скажем так, ну, капризны в еде. Не бывает дети, которые, ну, говорят, все, дай все подряд ест. Ну, редкая редкость. Редкая редкость, да. Редкая редкость, да. Ну, то есть дети в основном тоже капризные, часто я не детей хочу тоже- слушать, с утра не встаю и все прочее, да. Тоже детей своих воспитываю, чтобы они, как я, спокойные были. А, Вот. какие методы специальные вот для воспитания? Сколько детей вообще? У меня трое. Трое детей, Трое многодетный детей, отец, многодетный красавчиков. отец. Ага. Так, старшему 6, А, в школу пойдет осенью. вообще маленькие. Ага, среднему 3 года, Мгм. а дочка Лапочка 2 года. То есть 2 сына и дочка. 2 сына и Да дочка. вообще красота. Ну, еще и дочку надо. Подумаем. Да, ну, все впереди, как говорится, да. Ага. Так, и чуть добавляем соль и сахар по вкусу, да? Только Мгм. Ну, посолить, да, солить и чуть поперчить. поперчить можно даже. Ага. Так, все. Духовка 180 градусов на 10 минут. Да, мы это отдаем. Отдаем. Ага. И как будет готово, да? Ага. Мы сейчас сделаем яичницу, пожарим. И сверху положим Вот сюда? сюда. Ага. Итак, мы отдали наши сэндвичи в духовку минут на 10, и за это время мы сейчас начинаем Там- что делать?
яичницу жарим. Да, когда мы эту сковородку чистую берем, новую. Ага. Так, добавляем чуть подсолнечного масла. Да, пусть, подожди, еще чуть нагреется, Нагреется, да? Ага. Ага. Чтобы лишняя влага, если вдруг она есть. Все, уже можно. Это очень быстро все нагревается. Так. Этого достаточно будет, наверное. Так, можно. Ну вот прикол в том, что она вот так не работает. А, так не работает. Да, да. Именно вот так должна стоять, Ага. когда она Так. нагревается. Когда контакт уже нет, это индукционка. Так, берем. Пока масло нагревается, да? Ага. Берем наше яйцо. Да, Итал говорил, чуть-чуть посолить можно, чтобы... посолить. Да, сразу, чтобы... Ну, вот так сделать, чтобы не прилипало. Все, хорошо. Хорошо. Так. Мгм. Все. И яичницу, чтобы она маленькая была, надо вот внизу разбить, да? Чтобы она потихоньку росла. Можно огонь, по-моему, поменьше сделать. Так, и ложку можно? Вилочку? Ложку. Ложку. И вот берем маслице отсюда и всыпаем сюда, чтобы она вот белок зажарился, чтобы Вот так даже. да, масла мало. Ну, можно добавить. Прям масло. Желток должен быть не до конца сварен, Мгм. чуть-чуть. А это чтобы схватилось, да? Да, чтобы схватилось, так, чтобы слизень не было вот этого вот. Мгм. Вот такая тоже хитрость своя, да? Да. Ну вот видишь, уже белок уже практически приготовился. Вот, сюда добавляем чуть-чуть. Так. Ой, И... все, хорош уже Да, достаточно. можно убрать, это отключить. Вот, сейчас ждем наши, Ждем наши эти, да? ага, Да, сэндвичи. хорошо. И пока ждем, вы преподаете мальчики и девочки отдельно учатся? Мальчик, девочка отдельно учатся у нас, да. Мгм. Ну, то есть ты по мальчикам. Ну, как у нас труд, технологии, да, это у нас основной предмет у них. Чтобы они в будущем, когда школу заканчивают, уже мелкие ремонтные работы дома уже сами могли Если делать. что-то могли бы Если делать, да? что-то, да. Ну то есть основной, много упора делается. Много упора на технологии. Сколько уроков получается? Ну, сколько занятий в неделю? В То есть неделю. больше, чем у обычных детей? Больше, да? чем у обычных. Сколько? Насколько больше программа? То есть отличается, да, получается? Отличается. Вот в 6 классе, 5-6 класс, там по 6 часов в неделю. Ну, то есть практически каждый день? Почти каждый день. Ага. Ага. И вот потихоньку добавляется вот по один урок до 9 класса. Мгм. И в конце, вот когда 9 класс заканчивают, они сдают экзамен по столярному делу. Мгм. Вот они с этим свидетельство об окончании получают. Ну то есть когда они школу заканчивают, они практически уже Ага. какую-то профессию, получается, имеют, да? Ну, не профессия, а свидетельство. Свидетельство. Это как бы аттестат, Мгм. только для ограниченных возможностями здоровья у них свидетельство получают. Мгм. И поступают вот в техникумы для детей инвалидов. Для инвалидов же есть по Северодвинскому шоссе. Мгм. И там То есть они поступают, могут, они могут скажем там так, помощь, скажем так, социализации. да? социализация, да. Ага. Ну, то есть это можно сделать вывод, что нашим государством делается неплохой упор на то, Да, чтобы да. каким-то образом... Что такие дети у нас. Да, дети, потому что социализацию это не был, само собой, это не их выбор, так, как говорится, распорядилась судьба. Ага. Да. Сложный такой тяжелый, скажем так, вопрос. Ну, действительно, еще честь и хвала тебе, да. Ага. А ты говорил, что вот первый год было тебе тяжело. Ну вот как тебе твои коллеги помогали? Ну, советами, Мгм. советы давали, как с такими детьми работать, да. Мгм. Вот
на урок ко мне заходили. Ну, открытые уроки, Открытые там уроки помогали, да, заходили, чтобы помогали. учить делать вот так. Ну, типа. советы давали, да, Мгм. что сделай так, потом так, это так делается, это так. Мгм. Вот. Сначала я хотел уйти. Ну вот, Один я год- как один раз год- вот один год назревал проработал. сразу вопрос, потому что так, куда я попал, что я вообще здесь делаю, ну наверняка Да. такой вопрос Такой, возник. первый раз такое было, Ага. и потом с коллегами, как коллектив очень хороший, поэтому, ну, не поэтому, ну, ради детей, да, кто, если не мы, таких детей будет учить? Ну, то есть реально такой вопрос возникает, кто если не мы. Да, кто, если Да. не мы? Ага. То есть это уже, ну, скажем, работа в коллективе, когда уже вы чувствуете, что вы, ну, скажем так, единая команда, Да, которая единая команда. да, работает над Работает. какой-то целью. Да, Мгм. чтобы дети наши прошли социализацию Мгм. и нашли себя. Ну да. И да, вот, кстати, Да. А тем временем, да. Айтал, да, пожалуйста. ой. Ага, все, спасибо. И вот у меня, я же был классным руководителем. А, еще и классный Еще классным руководитель. руководителем был. И вот у меня выпускник мой после окончания поступил в педагогический колледж Так. на учителя физической культуры, да? Ага. Закончил ее. И уже как бы мы с ним уже коллеги. Он у нас в школе, в родной школе работает. Уже пришел. Уже обратно? пришел, обратно пришел. А, ну надо же. Вот. Так, наш крок-месье. Это будет у нас крок-месье. Так. Да? И сверху, чтобы у нас получился крок-мадам, мы сюда ложим нашу яичницу. Ну, то есть, О, аккуратно. Ну, то есть отличие в том, что мадам это с яичницей. с яичницей. А, и все. В этом и Всё. различие. Да, в этом и различие. Вот. А должно было быть наоборот, да? Ну, казалось бы, как бы Казалось, наоборот. да, наоборот должно было быть, потому что вот яичница, как видите, да, символизирует женскую шапочку, шляпу. А, Вот, как будто она вот так шляпу ну да, символизирует. символично. И вот у нас вкусные просто крок-месье, крок-мадам. Ну, ты будешь их специально вот так резать? Резать будем. Диагонально. Ага. Вилку можно, пожалуйста? Вилочка. Ага. И мы можем тогда по-братски поделить, По-братски ставить, пробовать, поделить, да, ага. и продолжать беседовать. Вот, можете даже, мужчины, да, удивить свою жену, приготовить, да, крок-месье, крок-мадам. Мгм. Так. Все. Ну давай, Пробуем. попробуем. Приятного аппетита нам. Посмотрим, что у нас за крок. Мадам, Крок-мадам. у меня будет крок-месье. Класс. Очень вкусно. Гратин, Иван, да? да. Спасибо большое. Да. Ты уже упомянул, что большое, да, значение дается именно на уроки технологий, да. Но все-таки можешь перечислить, что вы преподаете? Ну, ты сказал, упомянул про столярку, да? Мгм. И, скорее всего, слесарка. Столярное дело, слесарное дело. Мгм. И 3D-прототипирование, это 3D-моделирование. Мгм. И робототехника. Робототехника. Ну, 4 направления. Мгм. И при этом дети должны, ну вот в конце уже, когда они будут выпускниками школы-интерната, они должны уже научиться делать конкретно что-то. Да, Так? конкретно, да. Дома помочь родителям мелкий ремонт, Мгм. там дверные замки заменить, там, петли, что-нибудь там, если простенькое, там, если мама попросит разделочную доску, типа такого. Что-то вот такие, да, Да, вещи. элементарные вещи. А учителю труда, технологии, ну, не секрет, что, ну,
У тебя должны руки из определенного места расти. Ага. Сам, да, и причем ты должен это любить. Да, вот ты сказал, что это от родителей, да. Родители чем, какие, в каком роде педагоги? Мама у меня учитель начальных классов. Мгм. Сейчас у меня завуч, Мгм. заместитель директора по учебной части. Мгм. Отец? Отец был учителем музыки. Учителем музыки. Был. Мгм. К сожалению, да? Ага. Слушай, а как дети вообще относятся к твоему предмету? Ну, хорошо. Всем интересно, да, вот так уже с этим приходят, с какими глазами, Горящими глазами? горящими глазами. Мгм. Каждый раз спрашивают: Иван Михайлович, когда у нас технология будет? М. Так, у вас уже 6 уроков было, все, уже говорю. А, то есть специально их как-то настраивать, чтобы они еще больше полюбили, больше заинтересовались, не нужно, Не, получается? не нужно, они сами горят уже этим желанием работать, из руки делать что-то, да? Да, И вот что-то- из руками, вот когда они дети занимаются, у них это мелкая моторика еще. Да, потому что развивается. у них же как бы это нужно очень сильно развивать. Ага. Ну, Потому что у большинства людей, детей сейчас мелкая моторика плохо развита. ну вообще это вообще действительно проблема, да. Ага. И это сказывается, вот я вижу, например, как вот ягоды собирать. Ага. Да, это Да. вот как раз мелкая моторика, потому что Мелкая. современные дети не то что не любят, они вообще не умеют. И думают: как вы не умеете? Папа, говорю, уже старый, раз-раз и в дамке, у меня ведро уже, а вы, говорю, пол. Как? Ну вот да, мелкая моторика. Мелкая моторика, это развивая мелкую моторику, Мгм. в общем, да. Основное это мелкая моторика и основные это столярные операции. Как пилить, как строгать, там, да, Мгм. разметку делать, Мгм. как правильно разметку делать. Слушай, ну у тебя семья, 3 детей, ты преподаешь технологии, на работе работаешь, а потом еще домой надо приходить, опять же, тоже работать. Ты, ну, как бы так, дома любишь массировать или что-нибудь такое? Нет. Или уже говоришь, уже все? Все, я вот как с работы выхожу, и уже все. Ага, Работа на работе остается, Ага. я дома только отдыхаю. дома отдыхаешь. Да, дома. А, хорошо, а как отдыхаешь? О, как отдыхаю, да. Ну, в парке гуляем с детьми. М. На улице у нас частный дом, поэтому Мгм. там возле частного дома, там на улице тоже. Вы же сами знаете, в частном доме работа не заканчивается. Ну, я и постоянно говорю, есть. да, все равно надо что-то делать, где-то там уголок покосился, или что-то там плинтус Да, да. отошел, ну, мало ли что, каких-то. Да. Раз-раз и все ты сам делаешь. все. А? Нет, сейчас как мои дети маленькие, поэтому я их особо не напрягаю. Ага. Но когда вырастут, Ну, будешь тоже показывать. буду показывать уже потом. Ну, своим примером, да. Своим Я так примером, думаю, да. что ты тоже из педагогов современного направления, которые не воспитывать детей, воспитывая себя, дети все равно Копируют. Да, копировать будут, делать как ты, Ты, да. да. как твой родитель. Ага. Да. Ты согласен с этим утверждением? Да, Ага. полностью согласен, потому что родители, дети повторяют. Все равно, всё да, равно за рано, родителями рано или повторяют. поздно, да. Вот по-иному говорят, надо воспитывать себя, дети будут все равно смотреть Да. на тебя и Надо сначала стараться походить на папу, на маму. Да. Так? Надо сначала с себя начинать, потом уже дети уже ваши будут за вами уже повторять. Ну, потому что, да, сейчас, скажем так, новые вехи, новые направления воспитания детей, новые подходы, скажем так, да. Но вот сейчас, по-моему, это одно из главенствующих. А у нас-то в нашем детстве было чуть-чуть по-другому. Говорили: вот Советский Союз, вот так надо и все. Значит, Вот. надо, значит, Значит, надо. надо, значит, надо. Вот думаешь, а зачем мне это надо? Да, ну, по большому счету, да. А сейчас немножко другие подходы. Получается, ты с современными тенденциями полностью согласен. Да, с вами ты полностью согласен. А вот твои дети вырастут, кем бы ты хотел, чтобы твои дети были? Или нет такого специального, чтобы... Хотел бы, чтобы они, скажем так, педагогами тоже стали? Ну, нет такого особого, да, ну, пускай они сами выбирают, кем Ага. они хотят стать. Ну, хотелось бы, конечно, Чтобы педагогами. кто-нибудь из них стал врачом. Врачом. Да, кстати, да. Все Врач, время, вот я тоже, врач себе когда обязательно школу нужен. заканчивал, все время говорили: вот неплохо было, особенно бабушки. Говорят, чтобы, да, старое поколение, чтобы неплохо было бы, кто-то бы стал врачом, это бы свой врач. Да, свой врач, что Да, да, дома да. был. Как-то так немножко тоже не вяжется, но врачей вот вроде, да, но с другой стороны. Ага. То есть специально ты их куда-то направляешь? Нет, специально не направляю. Ага. Вот.
пусть они сами себе выберут профессию. кем Но они все равно же детям, мне кажется, выискивать им, выказывать их способности. Да? Ну, чтобы в каком направлении он более способен, чтобы в то направление толкать. Или ты как-то с этим не согласен тоже, опять же? Ну, допустим, где-то математика, физика, кто-то любит руками, кто-то любит петь, может быть, или танцевать. Нет, такого особого нету. Ага. Ну, еще пока еще маленький, да? Пока еще 6. маленький. Вот старше, пока говоришь, 6, да? Старшему 6, Ага. поэтому пока особо они там не додумывались насчет этого. Мгм. Да, и у меня такой еще вопрос остался в самом конце, который я всегда своим гостям задаю. Твое любимое блюдо? Есть такое? Или есть такое блюдо, которое вы, ну вот семья вся любит кушать? Пасту, Пасту? болонез. Ага. Который Кто папа любит? приготовил? Кто папа приготовил. Так, и вот любимый вот крок-месье, крок-мадам. Ага. И якутская кухня нравится, да? Якутский суп. Суп с А. потрохи, да? Потрохов, да? С потрохов, ага. Что? Исмина. Эсмина. А. И Дети карась. охотно такое кушать? Дети пока не особо, надеюсь, Ага. когда Ну, вырастут. Они, в общем, они этот пасту, суп обычный, да, якутский, и вот крок сэндвич, бутерброд. Вот такие сэндвичи, да? А в питании специально обращаешь внимание, на что вот, ну, считается же, что везде у нас слишком много информации, говорят, что вот это невкусно, вот это не полезно, хотя вкусно, может быть, не полезно, вот это лучше не стоит, Я особо так не не заморачивайся. заморачиваюсь. Ага. Готовим то, что дома есть. М. Это мясо А есть какие-то продукты, которые вы, ну, допустим, детям категорически нет? категорически нет. Да. Газировки категорически Ну вот кола, нет. например, да, Кола, говорят же, ну, да. категорически лучше не стоит, ну, либо очень редко, Нет, вообще пока. вообще пока. Ну, то есть они даже не знают. Пока не даем. Ага. И чипсы не даем. А, ну вот я про это, да. Ага. И фастфуд, да, бургер. Стараетесь избегать, Стараемся да? избегать. Стараемся А, избегать. ну, тем не менее, если они уже увидят, все равно же как бы потом хочется. Ну, потом сами попробуют, скажут. Да. Да, Иван, нам подсказывают, что наше эфирное время, к сожалению, ну или, к счастью, заканчивается. Да, у нас добрая традиция, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, главное здоровье. Так, и вкусное просто готовьте. Как передача. Да, а я еще расскажу, что у нас сегодня был в гостях учитель технологий школы-интернат номер 34 Иван Винокуров. Иван, еще раз спасибо. Да, действительно, я восхищен твоей профессией, твоей работой. Тяжелая, интересная наверняка работа, да, ну то есть честь и хвала тебе. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно.